Амузыка хақәкы хадас иамоу ауаа рыгәқәа раартра ауп. Абас иҳәахьан еицырдыруа акомпозитор Иоганн Себастиан Бах. Иахьа зыӡбахә ҳамоу артистк алашәаҳәашьа ихнаххьоу даара ирацәаҩуп. Лара дышқәыԥшугьы, лҟазара мҩа данылеижьҭеи иҵуа шмаҷугьы, амузыкатә дунеиаҿы лхы ибзиаӡаны иаалырԥшхьеит. Бзиара шәымаз, ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, аефир аҿы иҟоуп адырраҭара анарха. Иахьатәи ҳҭыжьымҭа лызкуп аоператә шәаҳәаҩ қәыԥш Кристина Ешба. Кристина диит Аԥсны, аха дхәыҷаахыс лҭаацәеи лареи Москва инхон. Уаҟа лара далгеит амузыкатә школ, анаҩс Гнесинаа рыхьыӡху Урыстәылатәи амузыка академиа, аклассикатә шәаҳәаҩцәа рфакультет. Акьыԥхь аҿы акритикцәа иазгәарҭахьеит Кристина Ешба лыбжьы ссир. Лара ииуеиԥшым аконкурсқәа дрылауреатхахьеит. Иаҳҳәап, аконкурс араӡынтә бжьы, ароманс анагӡаҩцәа реицлабра уҳәа егьырҭгьы. Ҩнызқь жәашықәсазы Кристина Ешба далахәын Светлана Медведева лнапхгарала имҩаԥысуаз аклассикатә музыка жәларбжьаратәи анагӡаҩцәа рфестиваль. Кремльтәи ахан аҿы Кристина дацуқәгылахьеит Владимир Спиваков напхгаразы иҭоу аоркестр. Кристина Ешба изныкымкәа дрылахәхахьеит Аԥсни Урыстәылеи жәлар рартистка Хьыбла Герзмаа ииҿылкаауа афестивальқәа. Инаҵшьны иазгәалҭоит ашәаҳәаҩ ду лара илылҭо адгылареи ацхыраареи. Абасоуп ашәаҳәаҩ Кристина Ешбеи ауарған арҳәаҩы Лука Гаделии рышҽазыҟарҵо араҟа Пицундатәи ауахәам аҿы имҩаԥысуа рконцерт. Арҭ амузыкантцәа изныкымкәа қәҿиарала еицықәгылахьеит. Уи адагьы иҩызцәа бзиақәоуп. Я очень люблю барочную музыку, старинную барочную музыку, такие длинные арии да капо. Голос у меня довольно подвижный, у меня это получается, мне приятно это исполнять. И с этим связано мое сотрудничество с нашим органистом Лукой Гаделия, потому что это орган, старинная музыка прекрасно ложится, и у нас довольно часто бывают концерты, в том числе сольные, участия в каких-то фестивалях вместе с ним. Это старинная музыка. Из моего репертуара камерную музыку я очень люблю. Я люблю романсы, я очень люблю Петра Ильича Чайковского, я очень люблю Римского-Корсакова, Глинка. В общем, все классические романсы, в принципе, ложатся мне на голос, и мне удается с ними работать, их делать. Кристинеи Лукеи рконцертқәа рзы ишьақәдыргылоу апрограммақәа рҿы еснагь рҽазыршәоит ахәаԥшцәеи азыӡырҩцәеи рыршанхара, иззыԥшым рыдгалара. Вот касаемо сценического тандема, мы, безусловно, друг другу очень подходим. Мне очень льстит, он говорит, что ему удобно со мной работать. И я, конечно же, в полном восторге от его исполнения, от его аккомпанементов на органе. По поводу программы, конечно, у нас первая большая часть концерта – это барочные старинные арии. Дальше мы очень любим брать какие-то
новшество. Вообще у нас Лука Гаделия славится своими переложениями произведений на орган, которые изначально не написаны для органа. У меня есть несколько арий, которые он благополучно исполняет, аккомпанирует мне на органе. Допустим, ария Герды из оперы «Приключения Кая и Герды». Это композитор Баневич. Это современная музыка довольно такая. И, если честно, когда он мне это предложил, я сказала, я немножко не представляю, как такие вещи могут ложиться на орган. Все-таки орган — это старинная музыка, это Аве Мария, это там Качини, Альбинони, Бах, что-то такое. Но он сказал, давай я попробую. Я доверилась. Конечно же, и мне очень понравился этот аккомпанемент. Он очень любит вспоминать мое пианистическое прошлое, и ему было интересно посадить меня за рояль в процессе нашего концерта. Он все время придумывает, что бы нам сделать. И в этой партии он доверил мне из своего аккомпанемента пару аккордов. Когда он играет вступление, я иду по сцене Пицунского храма, сажусь за рояль, доигрываю его вступление за роялем и начинаю петь оттуда прям. Забавно получилось на самом деле, публика была довольна. Вот в прошлом году, в этом году мы обязательно порадуем вот этой нашей любимой находкой. كريستينا ويجخ بشكسروب الخطوة في حيوك لحسبالة لشوقولة رجي وجو بينالغا أخا أموزيكا لبستازارا أتحلوشتي шта أكرацويت. Моя мама, можно сказать, еще до моего появления очень хотела, чтобы у нее был музыкальный ребенок. И все сложилось, у меня был слух, это было слышно с раннего возраста. У моей мамы очень хороший голос, и она, можно сказать, у нее не получилось, она отдала предпочтение семейной жизни и не стала петь. И во мне она, наверное, решила все это реализовать. Сначала меня отдали в музыкальную школу в 4 годика по классу фортепиано. Я закончила школу имени Гнесиных у очень хорошего педагога Светлана Ивановна Потоцкая. И где-то примерно в классе 7, наверное, музыкальной школы состоялся один очень решающий, судьбоносный концерт. Там была одна дама, она преподавала вокал на детском уровне в школе музыкальной. У нее был концерт, где ученики моей Светланы Ивановны, в том числе я, аккомпанировали ей на фортепиано по очереди. Дошла очередь до меня. Я аккомпанировала ей Аве Марию Шуберта. И настолько меня поразило это звучание, академический вокал, это прекрасное произведение, ее льющийся голос. Мне очень захотелось попробовать. Я не смотрела на клавиатуру, я смотрела на нее и восторженно слушала, играла все на ощупь. После концерта я побежала за ней. Черногорова Алла Иосифовна, мой первый педагог, и очень попросила ее меня прослушать. Я сказала, может быть, у меня получится, может быть, вы сможете меня послушать. Она меня пригласила на следующий день к себе на урок, чтобы устроить прослушивание. Начала меня распевать, начала объяснять какие-то азы, какие-то элементарные вещи, как отстраивать звук, как это должно быть, как дышать. И, видимо, почувствовала во мне какой-то потенциал, у меня начало неплохо получаться, она взяла меня к себе в класс. То есть музыкальную школу я кончила уже как пришла туда на одну специальность, а закончила 2 специальностями. Я закончила фортепиано, и она выпустила меня как академическую певицу. На школьном уровне это, конечно, все еще так по-детски, но все-таки я поняла, что меня это больше влечет. Кристина Эшпа yazwaltuit lara yakhadiznu amyo dakhanimtzaz eharak izbzuru ltaacha isnag ilirtuz atskhirarai adgalarai shraku. Моя мама и мой отец, они давали мне, конечно, очень много, они меня всегда поддерживали, они очень хотели, чтобы я не бросала это все. Конечно, в подростковом возрасте бывают всякие такие моменты, когда думаешь, а может, может быть, лучше как-то повеселиться, но родители меня всегда умели правильно настроить, успокоить и объяснить, что это будет хорошо все по жизни, если, конечно, ничего не бросать и усердно заниматься. У них очень хорошо получилось меня в этом убедить, они меня очень поддерживали. Конечно, папа хотел, чтобы я была пианисткой. Он сначала несерьезно отнесся по поводу
к моему вокалу и сказал, что ни в коем случае не бросай фортепиано. Конечно, я всегда занималась, я играю до сих пор. Шәҳәҩык лаҳасабала Кристина аихьӡарақәа аалырԥшуа далагеит ларҵаҩы ииуеиԥшым аконкурсқәа рҿы ақәгылара анлабжьылга. Меня моя педагог первая, она отправила меня на юношеский конкурс «Серебряный голос». Это было еще, мне было лет 16, я только начала заниматься. С арией «Снегурочки» Римского-Корсакова я получила лауреатство первой степени, я выиграла этот конкурс. И тогда, конечно, когда в жюри сидели довольно такие солидные люди и оценили мое пение в столь раннем возрасте, я поняла, что, конечно, мне необходимо этим заниматься и что это может привести к большим успехам, наверное. Еще по детству это была «Надежда Романсиады», тоже юношеский конкурс, у меня первая премия. Дальше я ездила на ежегодный смотр вокалистов в Санкт-Петербурге. Мне тоже дали лауреатство. Мой педагог на 5-м курсе отправил меня туда. Это смотр выпускников ежегодно, выпускников России всей. Вот, и меня отметили в числе этих выдающихся выпускников. Очень было приятно. Кристина лхыза лырхәхьоу аконкурсқәеи афестивальқәеи ирылылкаауеит. Москва, Кремльтәи аханаҿы Светлана Медведева лнапхгарала имҩаԥысуаз Жәларбжьаратәи ашәаҳәаҩцәа ҿарацәа рфестиваль. Уаҟа ашәаҳәаҩ қәыԥш дықәгылеит Аԥсны ахьӡала. Это была очень приятная новость, когда мне позвонили из посольства и сказали, что мне выпадает честь представить нашу республику в Александровском зале Московского Кремля. Супруга президента Светлана Медведева будет сидеть на первом ряду, и мне будет аккомпанировать камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Теодоровича Спивакова. И, конечно, это было море радости. Немножко было страшно, разумеется, но так бывает. И я начала готовиться. Потом я пришла к нему на репетицию. Кристина лзы хымԥада иагьгәырӷьаран, иагьԥышәаран Владимир Спиваков еиԥш иҟоу амузыкант дуӡӡа сценак аҿы ицықәгылара. Я зашла, у меня начали трястись коленки, мокнуть руки, такие потеть. И мне было страшно, меня трясло. Когда я увидела его глаза, ну, вы знаете, он как отец. Вот к нему подходишь, он всех, мои девочки, мои маленькие, там, мои ребятки, всех так обнимет, поцелует. Такой очень теплый человек. У него получилось создать там такую атмосферу, чтобы мы все расслабились и как-то настроились на работу. Это было очень приятно. Это мои самые прекрасные воспоминания, наверное, из того, что я на данный момент пережила. Кристина Эшба акырынтә лҽалалырхәхьеит Аԥсны есышықәса имҩаԥысуа Хьыбла Герзмаа лмузыкатә фестиваль. Сынтәагьы афестиваль аҳәаақәа ирҭагӡаны лара дықәгылеит Очамчыреи Аҟәеи имҩаԥысуаз аконцертқәа рҿы. Хибла приглашает меня на фестиваль, дает возможность мне принять в нем участие уже не первый раз. Я около 3-4 раз, по-моему, принимала участие ежегодно, вот последние годы. Я в этом году в Очамчире исполнила вальс «Ардитти» «Поцелуй». Мне аккомпанировала Астанда Богатели, наша прекрасная пианистка, концертмейстер мой. Значит, в Сухуме
Я очень люблю петь в нашей филармонии, скажу сразу. Поэтому я выбрала программу довольно такую непростую, потому что я знаю, что я себя хорошо чувствую на этой сцене, и я позволила себе взять что-то такое серьезное. Кристина лажьақәарыла егьырҭ ашәаҳәаҩцәа ҿарацәеилара еснагь ирымоуп Аԥсни Урыстәылеи жәлар артистка лҟынтәи адгылара. Хьыбла сара исзыҟалҵо абжьгарақәа зегь раасҭа зыхәҳаракны исшьоу иреиуоуп, лҳәоит лара. Меня часто ругают мои педагоги и мои наставники за то, что я рано слишком, можно сказать, лезу куда не надо. Есть какие-то очень крепкие, крупные арии, которые поют только с определенного возраста, с определенной там матеростью голоса, наверное. И мне иногда хочется, я иногда соблазняюсь что-то попробовать, но есть такой человечек у нас, как наша великолепная Хибла Герзмава, которая, она всегда рядом со мной и поддерживает всех ребят, которые сейчас занимаются, начинают, и она всегда мне, как говорится, вовремя остановит, на что-то направит, настроит на нужный лад и поругает, скажет, что нужно делать, чего делать не нужно. И, конечно, я всегда стараюсь спросить ее рекомендации. Мне очень льстит то, что она уделяет столько времени молодым исполнителям, мне в том числе. Асцена ақәгылара азыӡырҩцәа ргәаҟынӡа ашә анагара мацара акәым, иара ахаҿсахьа анагара. Ари зегьы Кристина иалалхыз амҩа бзиа илзырбо ауп. Аха убриан лара иазгәалҭоит асценахь раԥхьатәи ацәырҵра уи еснагь ишԥышәоу лара лзы, лгәы еснагь ишыхыҭхыҭуа ахәаԥшцәа рҿаԥхьа. Конечно, когда я начинала заниматься только вокалом, это был совершенно неконтролируемый страх. Я выходила на сцену, и у меня мог задрожать голос, я не умела им управлять. Из-за того, что мне было страшно, у меня такое волнение, оно неконтролируемое было. Мне было тяжело на самом деле привыкать. И, конечно же, сейчас я тоже очень переживаю перед выходом на сцену. Это не зависит от публики. Пою ли я в Абхазии или в Москве, аккомпанирует ли мне кто-либо из наших молодых исполнителей, наши пианисты или вот наш органист, или виртуозы Москвы. В любом случае я очень нервничаю. Самое страшное — это когда тебя объявили выйти и просто начать. Дальше ты понимаешь уже акустику, ты понимаешь, в какую сторону что, чтобы себя лучше слышать, направлять звук. И вот эти вот первые ноты, первая фраза — это обычно самое страшное, конечно. А в этом случае, конечно, у меня есть какие-то свои хитрости, приемы. Я пока еще, что-то ищу для себя помимо этого. Конечно, связь с публикой, стоя на сцене, это, безусловно, очень важно. У меня не было такого, чтобы я не чувствовала зал.
плане людей, которые приходят на мои выступления. Я всегда чувствую, что у меня получается их заинтересовать. Конечно, я выхожу, я стараюсь проживать произведение. Это далеко не просто какой-то физический, механический процесс, это не просто техника. Разумеется, я должна что-то выносить и с собой немножко другое, такое ментальное, скажем. И мне нравится это делать, я чувствую себя довольно хорошо. Уажәазы Кристина даҿы бзыҩаӡара ҳараку жәларбжьаратәи аконкурсқәа рҽрызыҟазара. Амузыка Кристина лзы уи аусура адагьы ԥсшьароуп, ԥсеивгароуп. Я очень много музыки слушаю. Я могу сказать, что я в большей степени чему-то научилась, наверное, все-таки путем слушания музыки. Легендарных певиц, довольно часто звучащих, Мирелла Фрейни, Джон Сазерленд, Хибла Герзмава. Она потрясающая. Она очень артистичная. Она так живет на сцене. Я в Москве при любой возможности посещаю спектакль ее каждый. Да, я обязательно прихожу, я смотрю на нее. Я впитываю. Я очень много беру, я очень много учусь. И опять же, она всегда останется там, даже если она уставшая после какого-то концерта. Она всегда спросит меня, как дела. Она всегда что-то посоветует. Вот, конечно, она моя главная звезда, которая, наверное, меня ведет и охраняет от всяких неправильных каких-то, наверное, вокальных троп. В плане неправильного репертуара, там, чтобы я раньше времени, чтобы я не испортила голос, чтобы я не брала произведения, которые не стоит петь в моем возрасте. Слишком крепкие арии, потому что голос еще как бы, не такой большой для этого всего, не такой уже взрослый. Разумеется, она всегда очень тщательно подбирает программу нашу. Она всегда нас заблаговременно прослушивает. Она очень прямая и искренняя. Она всегда скажет, что там, дорогая, давай попробуем что-нибудь еще. Или у тебя все прекрасно. Или, я, допустим, стою на репетиции и пою. Я вижу, что она поет вместе со мной. Даже если она сидит в зале и прослушивает нас, молодых исполнителей, она все равно живет вместе с нами. Она дирижирует, она показывает что-то, она так очень нам помогает. Ашәаҳәаҩқәа ԥшӡа разшоуп. Ҳаҿцәажәараҿы иҳалҳәеит иарбану лгәазыҳәарақәа зегьы реиҳау. Конечно, наверное, это мечта любой оперной певицы, начинающей, обрести какой-то свой родной дом в плане музыкального театра. И я очень хочу петь в театре, но я не считаю себя, наверное, пока готовой к этому в какой-то степени, потому что я считаю, что мне нужно еще чему-то поучиться. Я довольно самокритичный человек. Поэтому, может быть, попозже. Я уверена, что года через 3 у меня будет такая возможность куда-то прослушаться и благополучно устроиться. Я никогда не чуждаюсь никаких предложений. Зимой я была в Казани. Я съездила на прослушивание в Казанскую оперу. И прошло все довольно неплохо. Меня поставили в лист, пока там, наверное, нет никаких таких опер, просто постановок, в которых я могла бы пригодиться, но они мне сказали, что я очень понравилась, и они будут иметь меня в виду. Было приятно.
Хыԥада Кристина Ешба лырҿиаратә мҩа уажәоуп ианалага, аха уажәнатә амузыка абзиабаҩцәеи аҭҵааҩцәеи иазгәарҭахьеит уи асценаҿы лхымҩаԥгашьа аҳаракыра. Убри зегьы агәра унаргоит лаԥхьаҟа Кристина лҟазараҿы аԥеиԥш бзиа шылзыԥшу. Сара иахьа абриала абзиара зҳәашәаҳәо ишәгәаласыршәоит. Аԥсҭазаара кьаҿуп, аҟазара наунагӡоуп. Бзиа ишәбала аҟазара, уи шәыԥсҭазаара арԥшӡоит. Абзиараз анаҩстәи ҳаиқәшәара аҟынӡа.